В российских школах сдавали на выбор физику и литературу. Физику выбрали четверть участников основного периода. Литературу чуть меньше – 53,5 тысячи человек по стране. В Пятую Назрановскую школу для наблюдения прибыли представители регионального Минобра, а также федеральные инспекторы и общественные наблюдатели. Марина Муталиева расскажет подробно. Будьте уверены, каждый, кто учился в школе, по силам сдать ЕГЭ. Все задания составлены на основе школьной программы. Поэтому каждый из вас может успешно сдать экзамен. Один на один со своими знаниями оказались участники ЕГЭ в Пятой Назрановской школе. Рахим Азиев сдает физику. Задания в пробных вариантах были довольно сложными, признается он. Надеется, что сегодня ему повезет. Готовился с января месяца. Посещал репетиторов по профильной математике и физике. Но считаю, что пока что не готов к экзамену. Думаю, лишь на тройку. Сегодня по всей стране сдают еще и литературу. В Пятой Назрановской школе на сдачу этого предмета зарегистрировалось 72 выпускника. У нас правила немножко изменились в этом году. То есть сейчас доставок КИМ у нас нет. Мы КИМы распечатаем прямо в аудитории, прямо перед участником. Это только в Назрань. В районах у нас пока еще по старинке доставка КИМ, но в районы на следующий год переводят тоже. В школу приехали надзорные органы, представители регионального Минобра, а также федеральный инспектор. Они контролируют проведение ЕГЭ на всех этапах. Заявлено более 600 человек. Министерство образования со своей стороны и организаторы, и директора школы, и руководители пункта создали максимально комфортные условия для сдачи нашими ребятами выпускных экзаменов. В Министерстве образования республики уже созданы конфликтные комиссии, апелляционные комиссии, которые в ходе экзаменационной кампании будут заниматься, по сути, защитой прав наших выпускников, которые, например, кто-то посчитал, что у него мало баллов засчитали. Вместе с Министерством образования и науки Республики Ингушетия, Рособорнадзором, нашими коллегами из других субъектов федерации, которые также прибыли в республику, у нас получается проведение объективного экзамена. Результаты мы пока ждем, результаты детей, но по сравнению с прошлым годом мы видим очень хорошую тенденцию, она очень сильна. Тенденция максимального проведения экзамена по-честному. Минимальное количество у нас детей, которые продолжают приходить с мобильными телефонами, минимальное. Во многих пунктах по итогам проведения экзамена нет ни одного замечания. По данным Минобра, подавляющее большинство выпускников Ингушетии успешно справляются с заданиями ЕГЭ. И это заслуга родителей, которые ответственно подошли к образованию своих детей. Марина Муталиева, Адам Далаков, Новости 24.